8 по 17 апреля в Театре оперы и балета в Чебоксарах пройдет 26-й международный балетный фестиваль. Программа ожидается очень яркая, новые открытия, имена и любимые гости. А в первый вечер зрителей ждут аж две большие премьеры. Чем же еще будут удивлять в этом году поклонников балета, сейчас расскажем. Международный балетный фестиваль – одно из главных событий в театральной жизни региона. Весна – еще и сезон рождения чувашского балета. 19 мая 1967 года на чебоксарской музыкальной сцене зажглась новая звезда – Жизель. Тогда и появились первые ласточки чувашского балета. Галина Васильева, Юрий Свинцов, Лариса Ивановская, Александр Федоров, Любовь Клементьева, Николай Никифоров. Знаменательно, что президентом первых балетных фестивалей была народная артистка СССР, уроженка Чебоксар Надежда Павлова. Именно им, выдающимся землякам Чувашии, будет посвящен 26-й международный балетный фестиваль. Кстати, на протяжении всего праздника танца зрители смогут познакомиться с мастерами балетного искусства. В фойе Театра оперы и балета будет работать фотовыставка. В этом году балетный фестиваль, мероприятия посвященные, проводим не только в самом театре. Национальный музей готовит к открытию балетного фестиваля обширную выставку, где мы будем рассказывать о наших выдающихся балеринах и о наших танцовщиках. Конечно, мы вспоминаем в этот день имена Светланы Ефремовой, Ирины Желонкиной, которые у нас были солистами Мариинского театра. Конечно же, мы будем рассказывать нашим зрителям о выдающихся артистах, которые посвятили всю свою жизнь Чувашскому театру оперы и балета и вообще становлению балета в Чувашской республике. Это Галина Васильева и Юрий Свинцов. Мы будем рассказывать о творчестве, о жизненном пути нашей легендарной балерины Надежды Павловой. Именно Надежде Павловой посвящена книга, которая вышла буквально на днях в Чувашском книжном издательстве. И с этой книгой могут познакомиться как гости балетного фестиваля, так и все жители и гости республики. Она в ближайшее время будет представлена широкой общественности. И сама программа балетного фестиваля построена таким образом, чтобы мы могли рассказать о самых ярких ролях, которые исполняли наши выдающиеся балерины на сценах ведущих театров России. Надежда Павлова – гордость балетного мира. Ее имя без преувеличения стоит в одном ряду с Анной Павловой и Галиной Улановой. В 1997 году на открытии первого фестиваля, посвященного 30-летию балета в Чувашии, Надежда Васильевна исполнила партию «Жизель» в одноименном постановке. Сейчас она работает в Большом театре России педагогом-репетитором. Именно ей 13 апреля будет посвящен фестивальный вечер. На сцене выступит учащаяся Пермского хореографического училища, которое как раз и закончила наша знаменитая землячка. Коллектив очень редко выезжает в регионы, и вот специально к нашему балетному фестивалю они подготовили программу, которая посвящает Надежде Павловой. Они восстановили номера, которые когда-то исполняла на сцене и Пермского училища, и Пермского театра именно юная Надежда Павлова. И сейчас мы в исполнении юных балерин можем увидеть эти номера уже на сцене Чувашского театра оперы и балета. 10 апреля зрителей ждет неувядающая классика – «Жизель». Кстати, первой исполнительницей партии «Жизель» на чувашской сцене стала народная артистка СССР Галина Васильева. В этом году главную партию исполнит заслуженная артистка России, солистка Большого театра Анна Никулина. Будет у нас Дон Кихот со звездами санкт-петербургских балетных труп. Будет у нас приезд Воронежского театра с одноактным балетом «Арлекина Данью» в постановке Софьи Гайдуковой. Ну и, конечно, гала, в котором будет очень много участников приглашенных. Это и известная нам, и уже полюбившаяся нашему зрителю Евгения Образцова, и Денис Родькин, и Аманда Гомес приедет из Казани. Самые хитовые балетные номера, самые последние современные постановки можно увидеть будет на гала.
Горячо полюбившийся жителям Чувашии балет Евгения Панфилова в этом году представит сразу две премьерные постановки – «Головокружение» и «Либертат». На сцене театра их покажут 15 апреля. «Либертат. Свобода» – спектакль о жизни и творчестве одной из самых ярких художниц-сюрреалистов Фриды Кало. В постановке нет строгой сюжетной линии, но есть образы картин, которые лучше любых слов описывают художницу. К тому же и язык тела артистов говорит о многом, очень глубоком и личном. Главную партию исполнит солистка театра Евгения Панфилова Мария Тихонова. К тому же в спектакле задействован женский состав труппы и только один танцовщик. Красочный, легкий, драматичный внутри. Одноактный балет «Головокружение» покажет зрителю мир цирка и бродячих артистов. Конечно же, образ цирка собирательный. Это гимн человеку, его храбрости, мастерству и безумству. Он содержит в себе все – радость, борьбу, опасность, смех, слезы, красоту, треск пощечин, музыку и гибель. В этом году акцент фестиваля сделан на сочетании современной и классической хореографии. Именно с них и начнется марафон культурных событий. В первый же вечер зрителям представит сразу несколько премьер. Событием фестиваля станет премьера одноактных балетов «Титания» на музыку Густава Маллера. Хореограф у нас Константин Матулевский. И второй балет – это «Болеро» на музыку Мариса Равеля, хореограф Софья Гайдукова. Это совместный проект театра с Чувашской государственной академической симфонической капеллой. Сложные и нестандартные. Когда предложили ставить «Болеро», захотелось бежать отсюда, шутит хореограф-постановщик Софья Гайдукова. После великого творения Мариса Бежара делать что-то принципиально новое, свое, было сложно. Зато увлекательно. Вместе с Софьей над постановкой работает и московский хореограф Константин Матулевский. Ко мне поступило предложение от театра поставить вот сначала один спектакль, это сначала был разговор о «Болеро», и какой-нибудь еще спектакль, на музыку Малера. Музыка Малера — это, конечно, совершенно мощнейшая музыка, тем более первая симфония. Сначала это была программная симфония, которая действительно называлась «Титан». И, в принципе, изначально название шло именно из этого вот программы, этой симфонии «Титан». Но в какой-то момент, уже ближе к тому, что мы вот приехали сюда, мы решили создать спектакль по мотивам «Сна в летнюю ночь» Шекспира и назвать, такой у нас, такой постмодернистский у нас ум, поэтому мы вот решили назвать не «Титания», а «Титан» и «Я». Кстати, эти постановки будут идти на сцене театра сразу два премьерных дня – 8 и 9 апреля. Балет «Болеро» поныне имеет колоссальный успех. Энергичный, пульсирующий, он перемещает зрителя в Испанию 20-х годов прошлого века. Главный герой «Болеро» полон энергии и борьбы. На огромном столе через танец он расскажет свою личную историю. Уловить ноты настроения «Болеро», прочувствовать кожей его монолог поможет и музыка, нарастающая и сжимающая. К слову, управлять оркестром будет народный артист России, дирижер Марис Еклашкин. Второй одноактный балет «Титан и я». Немного комический, лирический и даже фантастический. Историк балета Вера Красовская назвала его «праздничная нарядность реального мира». И правда, академическая пластика реальных персонажей и изощренная пластика фантастических – совершенно два разных языка, которые вынуждены существовать в одном пространстве. Каждый из них обладает своей поэтической, причудливой условностью. «Болеро» и «Титания» откроют этот фестиваль. Буду там участвовать в обоих спектаклях. Классика или современная хореография? Душа к чему лежит больше? Вы знаете, это как разные языки, например. Какой вам больше нравится? Вот. Это все очень зависит от ситуации. Сложно выбрать. Хочется и то потанцевать. Просто люблю танцевать. Переключаться между такими стилями требуется опыт, чтобы за короткое время это делать. Это очень непросто, потому что классика требует одних вещей от тела, современная хореография требует совсем других.
Международный балетный фестиваль – это отправная точка в череде ярких культурных событий. В этом году жители республики ждут много премьер. Так, например, осенью на сцене Чувашского театра оперы и балета состоится показ оперы «Сурский рубеж». В основу сюжета легли подлинные факты и истории о строительстве в Чувашии Сурского и Казанского обводов. Одна из них и станет главной линией повествования. Даже реальные имена будут сохранены. Конечно, не обойдется без лирического отступления. Появится и история любви. На данном этапе готовится либретто спектакля, также уже готовится музыкальный материал. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы уже увидим и услышим что-то внутри наших, как сказать, художественного совета. В рамках международного оперетного фестиваля, который состоится у нас в июне месяце, мы готовим премьеру двухактного спектакля. Это «Москва-Черемушки», музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, режиссер Дмитрий Сергеевич Атиковский из Москвы. Спектакль, мне кажется, очень интересный будет, опять же, для молодежи, для молодежной аудитории. Мы покажем историю, знакомую всем. Это когда люди приобретают жилье и складываются какие-то сложности, которые приходится решать. И мы хотим это сделать в стиле стиляк, в ярких костюмах, в сочетании с этой замечательной мелодичной музыкой. Мне кажется, даже сложно передать словами. Пойдет рекламная кампания, зрители удивятся. Это будет новое, опять же, событие для театра. И это для репертуара, мне кажется, очень интересное приобретение. К тому же Чувашский театр оперы и балета приготовил для зрителей кое-что интересное. С новым директором необходимы и новые проекты, говорят в театре. В рамках нашей фестивальной программы мы подготовили эксклюзивные проекты. Это для школьников медиашкола, в которую включает в себя школа театрального фотографа, школа театрального видеографа и школа театральной журналистики, где юным школьникам, молодежи будут рассказываться основы портретной съемки, балетной, театральной съемки, где мы будем подробно объяснять, с какого ракурса лучше снимать балерин, а с какого лучше никогда этого не делать. Также дети будут пробовать себя в качестве журналиста, будут задавать интервью, и на всем протяжении фестиваля эти программы будут идти периодически, и это будет все абсолютно бесплатно. Для тех, кто не хочет участвовать в медиашколе, у нас есть тоже проекты. Это мастер-классы по классическому танцу, где все желающие могут попробовать себя, изучить азы балета, изучить позиции рук, позиции ног, подвигаться, погнуться. Также будет по современному танцу мастер-классы, где можно попробовать себя в пластике современной хореографии. Это модерн, контемпорари. Вот. Будут лекции, которые будут читать Ольга Ивановна Розанова, критик из Петербурга, о великих балеринах чувашской земли. Еще раз напомню, 26-й международный балетный фестиваль пройдет с 8 по 17 апреля. Если вы по какой-либо причине не успеете приобрести билеты, не переживайте. Каждый вечер на портале Культура.рф будет проходить прямая трансляция спектаклей. И, кстати, все вечера фестиваля можно посетить по Пушкинской карте.